Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумы дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня будет очень интересная, очень важная и очень нужная тема, о которой меня давно просили рассказать. Хотели услышать мое мнение, хотя я неоднократно высказывался по этой теме. Но я думаю, что каждый раз нужно периодически говорить еще раз, потому что возникают новые какие-то определенные события, которые нужно обсудить. Тема касается татар. Татары Башкортостана, татарское национальное движение и сам Татарстан, татары Татарстана. То есть сегодня будем говорить о наших братьях, о нашем братском народе, о наших взаимоотношениях, о том, как нам нужно выстраивать друг с другом взаимоотношения в сегодняшних условиях, к чему стремиться и чего избегать. Итак, сперва поговорим о татарах Башкортостана. Татары Башкортостана – это крупнейшая нация в республике по переписи 2020 года. Третья по численности. Первые идут русские, потом идут башкиры, потом идут татары. Хотя я сомневаюсь в этой переписи вообще. Я думаю, что проценты, наверное, совершенно другие, но об этом немножко попозже. Итак, татары Башкортостана. У нас с татарами Башкортостана, с татарским национальным движением Башкортостана, который был оформлен в такую организацию ТОЦ, уфимский ТОЦ, всегда были, скажем так, с одной стороны, как и дружеские отношения, с другой стороны, непростые отношения. Очень много мы и конфликтовали, спорили друг с другом, были претензии различные. Какие основные претензии у татар Башкортостана всегда были к башкирским властям, к башкирам, к нам, в общем, да? Хотя я себя не отождествляю с башкирскими властями. Это совершенно другое. Но все же, в общем, какие были претензии у татар Башкортостана? Первое – это обида на так называемую перепись, где переписывали татар в башкир. Постоянно это вспоминается, постоянно это упоминается, постоянно это предъявляется нам. Хотя я считаю, что, еще раз говорю, это неуместно, я думаю, что предъявлять, допустим, мне, когда вот происходят какие-то обсуждения того или иного вопроса, где башкиры с татарами начинают что-то обсуждать, спорить в комментариях, где я принимаю участие, в комментариях постоянно татары начинают предъявлять. А вот вы нас переписали. Но я считаю, что нужно отделять в действия властей и действия башкирского национального движения и вообще башкир в целом, как народа. Так вот, одна из претензий – это перепись, что переписывали татар в башкир. Второе – это то, что в 70-х годах, во времена Шакирова, татарские школы переводили на башкирский язык обучения. Тоже вот такая, скажем так, обида, да, у татар была, такие претензии были. Ну и третье, они требуют, чтобы третий государственный язык в Республике Башкортостан стал татарским. Ну, еще есть четвертое, там, да, но это уже вообще как бы там такое наиболее радикальное, это северо-запад, чтобы отделить северо-западные районы Республики Башкортостан и присоединить их к Татарстану. Тут как бы это пока, ну тоже до этого дойдем, об этом будем говорить, но попозже. Вот основные три. Это перепись, это то, что переводили татарские школы на башкирский язык обучения, ну и то, что требует третий государственный язык. Я считаю по поводу переписи. Я считаю, что несомненно, и это было, если это было, но скорее всего это было, да, потому что, дыма без огня не бывает. Скорее всего это было.
я точно не могу сказать, потому что я не держал в руках каких-то архивных данных. Но то, что я вижу по тем или иным, скажем так, в тех или иных северо-западных районах Республики Башкортостан, наличие башкир, такого огромного количества башкир, где на самом деле, ну, там мало там башкир на самом деле, а их там такое количество огромное, у меня это вызывает, если честно, сомнения. Ну да, допустим, Илишевский район. Илишевский район, там больше 50% записано, что башкиры. У меня, если честно, это вызывает большие сомнения, что это так. Потому что, ну, вот я, допустим, так как активист башкирского национального движения был все время в Республике Башкортостан, очень тесно взаимодействовал с землячествами из различных районов. Были землячества, вот в Уфе, землячества там Абзелиловского района, условно, там Хайбулинского, Ишимбайского, там Бурзянского, Миякинского было, да, Альшеевского было района. Но Илишевского района я никогда не слышал. Или Буздякского района я никогда не слышал, что были землячества башкир. Землячество башкир имеется в виду. То же самое в Москве. В Москве действуют там различные землячества разных районов Республики Башкортостан. И там тоже вот есть учелинские башкиры, там белорецкие, хайбулинские, баймакские, там бурзянские, шимбайские, стерлитаматские. Буздякских нигде не слышал. Илишевских не слышал. Там еще каких-то там других районов, которые ближе туда, к северо-западу, не слышал я таких. Вот. Поэтому есть сомнения. Есть сомнения, конечно же, и я могу точно сказать, что лично для меня, мне самому интересно, чтобы понять, сколько нас вообще в республике. Сколько нас в республике, сколько на самом деле русских, сколько на самом деле башкир, сколько на самом деле татар. Это очень важно вообще для понимания национального состава, оценивать ситуацию в Республике Башкортостан. Потому что, ну, это как, знаете, человек, если чувствует себя плохо, он идет, конечно же, к врачу. И врач ему говорит диагноз. Диагноз, что вот с тобой то-то, то-то. И выписывает лечение. Человек лечится. Человек, если хочет самообмануться, он идет к гадалке. Гадалке, которая там ему за деньги скажет, что у тебя все хорошо, все прекрасно, там, ничего ты не болеешь. Если это самообман, да? Вот. Или самолечение, допустим, это тоже самообман. На самом деле нужно идти к профессионалу, как бы, да, и поставить себе диагноз. Здесь то же самое. Нужно честно подойти к национальному вопросу в Республике Башкортостан, провести честную перепись с приглашением независимых наблюдателей от других стран, провести честную перепись, ревизию, как говорится, и узнать, сколько нас на самом деле. Лично я еще раз говорю, я сомневаюсь в том, что те цифры, те проценты, которые сейчас есть, что они именно такие. Я уверен, что башкир на самом деле больше, татар возможно столько же или возможно больше, но русских точно меньше в республике. Поэтому надо переписаться и честно как бы понять. И там уже как бы станет понятно, кого сколько. Вот я за это, я за честную перепись. Никого, я считаю, нельзя переписывать друг друга. Я считаю, что тот человек, кем он себя считает, тем он и должен быть. Человек считает себя татаром. Кстати, пока не забыл, я бы хотел вот задать вопрос вам, моим, скажем так, зрителям, моим читателям. Как будет правильно? Татар или татарин? Потому что многие татары сами себя называют татаринами. Я же считаю, что, наверное, правильно будет татар. И я призываю, хотя, конечно, я башкир, как бы со стороны, но я бы призвал татар переходить именно на то, чтобы называть себя татарами, а не татаринами. Когда ты говоришь, ты кто по национальности, надо говорить не татарин, а татар. Я думаю, это будет более правильно. Но решать вам, как говорится. Это все равно, что башкирин или башкир. На самом деле башкир. Башкирин это такое презрительное название русскими башкир.
Вот. Но это так, отступление, лирика, как говорится. Так вот, возвращаясь к переписи, я говорю, считаю, что тот человек, кем он себя считает, так и должно быть записано. Если он сейчас себя считает татаром, значит он татар. Если он себя считает башкиром, значит он башкир. И здесь не надо там давить на прошлое, на родословное. Вот твои предки были так записаны, значит ты такой. Нет. На данный момент, кем себя человек ощущает, кем себя осознает, значит он такой и есть. Ну, условно, допустим, если я узнаю, что у меня там в пятом-седьмом поколении предки были, ну, условно, грузины или нагайцы. Но я себя не буду считать ни нагайцем, ни грузином. Я башкир, мин башкорт, и я себя ощущаю и осознаю башкиром. Я вырос в этой башкирской культурной среде, я знаю башкирский язык, я впитал башкирскую культуру, я башкирский националист. Поэтому я, как бы мне там не сказали, что у тебя в крови там есть грузинская, нагайская, там, казахская или еще какая кровь. Нет. Я себя все равно буду ощущать башкиром и осознавать себя башкиром. То же самое и касается любого человека в переписи. К нему подойдут, спросят, кто ты по национальности, кем ты себя ощущаешь, кем ты себя осознаешь. Неважно, на каком языке человек разговаривает. Есть башкиры, которые вообще не знают башкирского языка. Ну там, чуть-чуть может быть там, да, атай-асяй, слово там, икмяк и все. Есть, которые вообще не разговаривают на башкирском языке, но они себя осознают башкирами. То есть язык у него родной русский, потому что он и думает на русском языке, и разговаривает на русском языке, башкирский совершенно не знает, но он говорит, что он себя четко осознает башкиром. Здесь то же самое. Если условный татар разговаривает на русском языке, но говорит, что он татар, значит он татар. Если условный башкир разговаривает на русском языке, но осознает себя башкиром, значит он башкир. Если башкир разговаривает на татарском языке, но осознает себя башкиром, значит он башкир. Если татар разговаривает на башкирском языке, ну, допустим, вырос в Баймаке, да, и с детства знает башкирский язык, разговаривает на нем лучше, чем на татарском языке, но говорит, что он татар, значит он татар. Все, я считаю, что так должно быть, а не так, что вот ты разговариваешь раз на татарском языке, значит ты татар. Это зависит от человека, от его желания, кем быть. Второе, по поводу того, что переводили на башкирский язык школы при Шакирове в 70-х годах. Начнем с того, что, кстати, вот по поводу, еще раз не договорил, по поводу того, кто кем себя ощущает, да? Вот у татар очень часто любят говорить, вот у вас там Заки Валиди был татарином, у вас шейх Зада Бабич был татарином. На самом деле они себя ощущали башкирами. И при жизни оставили в своих записях четкие доказательства и свидетельства того, что они являются башкирами. И шейх Зада Бабич писал стихи и говорил, что он башкир. И Заки Валиди в своих воспоминаниях четко указал свою национальность как башкир. И даже у него могильная плита изначальная, сейчас у него другая, была написана Заки Валиди из Кузян, да, то есть башкорт. Он себя в своих воспоминаниях четко прям указал: я башкир. Вот. И то же самое, допустим, у татар есть такой национальный деятель, один из основоположников татарской АССР, это Сахиб Гарей Саид Галеев, который записан был башкиром. Недавно видео было, да, где показывали Миниханову, скажем, метрики, вот эти записи, где записано, что Сахиб Гарей Саид Галеев является башкиром, записан как башкиром. Но он себя всегда осознавал татаром. И никогда я, допустим, не буду говорить, что вот он это наш башкир. То есть, да, то есть, нет, он себя ощущал татаром, он и значит, он и будет татаром. Мы ни на него не претендуем. Ни в коем случае.
Вот, поэтому еще раз говорю, тот, кто кем себя ощущает, тот и есть на самом деле. По поводу вот того, что переводили школы, да. Начнем с того, что в начале 20 века надо сразу признаться, что татары это в начале 20 века, в 19 веке это была наиболее, скажем так, сильная, наиболее просвещенная, наиболее, наверное, грамотная, образованная нация. К тому же наиболее богатая. Да, это ведущая тогда была тюркская нация. Я думаю, что, возможно, она сравнится, наверное, может быть, тогда могла сравниться, с ними точнее могли сравниться только турки. Вот. По своему, как бы, там, образованию, уровню образования, по своему как бы, там, капиталовложению, то есть людей богатых, вот, по культурному образованию. Ну, татары, в общем, тогда были ведущей нацией практически во всей Центральной Азии. Вот, и, конечно же, они пользовались этим. И когда у нас произошла революция в стране, и начали образовываться, сперва Башкирская республика образовалась, да, мы знаем, что Башкирская республика, Республика Башкортостан образовалась, сами же башкиры образовали эту республику. Потом впоследствии была образована республика ТАССР, да, в 1920 году. 27 мая декретом была образована Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. И мы знаем, что тогда началась ликвидация безграмотности, тогда была так называемая политика коренизации, когда создавались отдельные языки, башкирский, отдельно татарский, отдельно там казахский, узбекский и так далее, и так далее. То есть мы помним, что имеется в виду литературные языки. Конечно же, у всех были свои языки, такие они остались. А литературные языки имеется в виду. И татары, все до этого писали на тюрки, на языке тюрки. Мы помним об этом, да, что практически все писали на одном и том же языке. Это язык тюрки был. Вот. И когда вот началось создание своих национальных языков, алфавитов, в том числе учебников, и татары в этом, скажем, были главенствующая, наиболее сильная нация, наиболее образованная, то есть тогда и типографии у них практически все были в Казани. И это достоверно известно, мы все об этом знаем, что в Башкортостан из-за нехватки учителей приезжало много татарских учителей. Которые обучали детей Башкортостана тогда, уже после того, как присоединился и Уфимская губерния к Башкортостану, образовалась большая Башкирская автономная социалистическая республика. В школу приезжали во многом татарские учителя. Естественно, они учили на татарском языке. Учебники тоже во многом были тогда, многие из Казани, казанские учебники, учили по этим учебникам. В результате, а также то, что, скажем так, на северо-западе разговаривали вот на том языке, на котором и сейчас разговаривают, в принципе, во многом. Это был такой северо-западный диалект башкирского языка. Многие татары разговаривали на татарском языке тогда. Ну, то есть язык был один, да, просто люди себя ощущали по-разному. Одни себя ощущали башкирами, другие себя ощущали татарами. Вот. Шло обучение, соответственно, дети учились по этим учебникам и, читая впоследствии, там, выучившись в школе по татарским учебникам, написано на татарском языке, читая впоследствии потом газеты татарские, слушая в первую очередь татарское радио. Ну, естественно, если ты обучился по тем учебникам, которые написаны на татарском языке, и, соответственно, ты с детства разговариваешь, если вот на таком языке, то тебе легче, конечно же, читать. Даже если ты себя ощущаешь башкиром и считаешь себя башкиром, все равно тебе проще будет читать уже не башкирскую литературу, которая уже была к тому времени сформирована как башкирский литературный язык, кулаканский диалект, да, юрматинский диалект. Вот.
Нет, тебе будет проще читать ту литературу, которая написана на татарском языке. Соответственно, татарские журналы, татарские газеты, а тогда был век, как раз годы просвещения, когда все это возрождалось, фильмы начали выпускаться, песни очень много было, эстрада начала развиваться очень сильно. Конечно, человек, который привык с детства слышать татарскую речь, учиться по татарским учебникам, он, конечно же, читал татарские, еще раз говорю, журналы, газеты, слушал татарскую музыку. Впоследствии все это, даже если он знал, что он башкир, впоследствии все это приводило к тому, что сознание человека уже менялось. Менялось сознание человека, и он уже ощущал, что, возможно, он сам себя до конца смерти, те, кто жил тогда в 20-х, 30-х годах, обучался, может, они себя еще осознавали башкирами, впоследствии их дети, обучавшись точно так же, их внуки, уже к 80-м годам, к 70-м годам плотно себя ощущали татарами. У меня к этому претензий никаких нету. Но человек ощущает себя татаром, значит, я еще раз говорю, по переписи будем считать так, кем себя человек ощущает и осознает. Допустим, прочитал он в каких-то архивных данных, сейчас это открыто все, можно узнать, что он по национальности, его дед был башкиром. Но он не хочет быть башкиром. Ему ближе татарская культура, ему ближе татарская музыка. Пожалуйста, пусть остается татаром. Никто его силой не будет записывать. Если он, наоборот, в то же время узнал, что его дед был башкиром и решил стать башкиром после этого, записаться башкиром, но это тоже его выбор. Сегодня и башкирские идеологи, имеется в виду республиканского значения, и татарские идеологи республиканского значения, с одной стороны, это Салават Хамидуллин, Юсупов, да, Асылгужин, с другой стороны, это Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов, то есть вот Ильнар Гарифуллин, Ярхамов, да, вот. Они борются за что? Они борются, если честно, вот как бы, да, они борются за то население, которое населяет северо-западные районы Республики Башкортостан. Все борются, вот эти две силы борются за это, вот именно за тех, кто там проживает. Потому что там у многих людей двойственное самосознание. Они легко под воздействием там, тех или иных сил, культурных сил, образовательных сил, они могут менять свое сознание, свою национальную идентичность. Какое-то время, там, 20 лет назад, 30 лет назад они себя считали башкирами, потом стали себя считать татарами. Под воздействием, еще раз говорю, образовательных, каких-то там культурных сил, да, soft power, да, так называемая мягкая сила. Или могут себя считать башкирами, узнав, там, почитав, проникнувшись, могут стать себя считать башкирами. Это нормально, еще раз говорю. Вот сейчас идет борьба за вот это население, которое проживает на северо-западе. С одной стороны, открывают архивы, говорят, что вы были башкирами, воздействуют на них. Люди смотрят, читают, сами делают выводы. Никого силой, возможно, кого-то силой и записывают, но это от этого роли не играет. Записывай человека хоть кем. Меня запиши, я не знаю, там, каким-нибудь иранцем, да, персом. Но я же не буду. Я себя ощущаю башкиром, я таким и останусь. Вот. И татары борются также за это население. Татарская национальная интеллигенция имеется в виду. Идеологи татарского национального движения, республиканского значения, конечно же. Надо отделять идеологов татарского национального движения, которые сейчас вне пределов Российской Федерации, вне пределов своих республик, которые борются вообще за другое, за независимость. Это разные вещи. Вот. Поэтому... Но я просто к чему хочу сказать, что вот, да, потом впоследствии, когда, то есть, татары обучали, многие школы были на татарском языке обучения, с приходом Шакирова все это начало меняться, и начали людей обучать на башкирском языке обучения, да, что вызвало возмущение у многих татар. Это продолжалось там несколько лет, вот, потом все это отменилось. Я к тому, что в этом виноваты не башкиры. В этом виновата власть. Именно они решали, кто на каком языке. То есть учится,
кто на каком языке обучается, да, вот, а кто на каком языке там будет писать. Тогда решали это власти. Я просто хочу сказать то, что тогда при советской власти у республик у наших было намного больше полномочий, чем сейчас. Тогда, то есть получается, могли, скажем, решением своим сделать школы на татарском языке обучения или на башкирском языке обучения. Это решали республики. Да, возможно, согласовывали там с Москвой, но все равно основные решения принимались здесь. Яркий показатель вот того, как Шакиров переводил школы северо-запада на башкирский язык обучения. То есть полномочий было намного больше. Сегодня этого нету. Давайте вот возьмем такой факт, что если татар отучился в татарской школе полностью, начиная там с детского сада, ходил в татарский детский сад, и до 11 класса обучался в татарской школе, он будет в совершенстве владеть татарским языком. Он будет думать на татарском языке, в совершенстве владеть им, особенно если он как бы все предметы получит обучение на татарском языке. Соответственно, живя в республике Башкортостан, даже если он приедет с Татарстана в республику Башкортостан, ему будет легко перестроиться на башкирский литературный язык, чтобы там, я не знаю, продвинуться по карьере, там, стать в эстраде там, какой-то личностью, там, известной там, артистом там, в драмтеатре, башдрамтеатре, играть какие-то роли, певцом каким-то быть, в кино сниматься, там, на телевидении работать. Ну, в общем, творческая интеллигенция вот это вот, да, писателями, поэтами. Мустай Карим, пожалуйста, яркий пример тому. Человек вырос на татарском языке, обучался на татарском, думал на татарском языке, но перестроился, писал отличные стихотворения на башкирском языке. И то же самое башкиры, которые в совершенстве знают свой башкирский язык, учились на башкирском языке в школах. И, допустим, потом поехали в Татарстан, легко перестраивались на татарский язык, становились певцами, дикторами какими-нибудь там, еще какие-то там посты занимали. Почему? Потому что они знали прекрасно свой родной язык. Потому что татарский и башкирский язык это практически идентичные языки, на 95% схожие. Вот яркий пример, член нашего комитета Башкирского национального движения за рубежом Айгуль Леон, да, Айгуль Гимранова, выросла в башкирской среде, закончила башкирскую школу полностью на башкирском языке, в совершенстве знает башкирский язык. Поехала в Казань, выучилась на факультете журналистики на татарском языке, вела потом передачи на татарском языке, писала на татарском языке и сейчас в совершенстве владеет татарским языком. То есть, что я хочу сказать? То, что и татары, и башкиры, если будут обучаться либо башкиры, даже если будут обучаться на татарском языке полностью, и потом они потом легко смогут перейти на свой родной литературный язык. Также и татары, если обучаться будут на башкирском языке полностью, легко будут переходить на татарский язык, возвращаться к своему языку. Это очень легко будет. Но если будут и татары, и башкиры обучаться на русском языке с самого детского сада и заканчивая 11 классами, а потом еще в институте на русском языке, они не заговорят ни на татарском, ни на башкирском языке. Так вот, возвращаясь к тому, что когда переводили школы с одного языка на другой язык, тогда были полномочия у наших республик. Тогда есть такой силой они обладали. Сегодня этого нету. Сегодня ни Татарстан, ни Башкортостан не могут ничего решить в языковом вопросе, в учебном вопросе, в образовании. Ничего не могут решить. Все решает Москва. Вообще запретила полностью все наши языки. И спорить из-за того, что сейчас идет башкиризация или татаризация, мне кажется, это вообще глупо и смешно. В то время как идет полнейшая русификация. Нас всех сделали русскими. Наших детей делают русскими. Пожалуйста, посмотрите, заедьте в деревня, кто до сих пор еще сам не верит это, до сих пор живет там в Казани или в Уфе,
варится в своей культурной башкирской среде или татарской среде, съездите в деревня, в населенные пункты и послушайте, на каком языке разговаривают дети. В основном сегодня уже разговаривают они в большинстве своем на русском языке, потому что дети имеется в виду не тем, кому там по 3-5 лет, которые еще, возможно, даже в садике не ходят, а те, которые в школе уже учатся. На каком языке они разговаривают? Особенно там, не знаю, там 12 лет дети уже, там 15 лет, которые уже долгий процесс обучения прошли, много классов закончили. Они все разговаривают на русском языке. Вот проблема в чем. Нету никакой сегодня татаризации, нет никакой сегодня башкиризации, есть русификация. И спорить о том, что кто-то кого-то когда-то там татаризировал или башкиризировал, это вообще, я считаю, непродуктивно, контрпродуктивно, неправильно. Это просто вредит нам и очень сильно. Вот до сих пор те татары и те башкиры, которые вспоминают вот это вот, вставляют в различные комментарии, а вот вы тогда в 70-х годах нас переводили, башкиры начинают, а вот вы тогда в 20-х, 30-х годах обучали нас там на татарском языке. Это все фигня полная. Что было тогда? Этого сейчас нету. Сейчас все мы говорим на русском языке в основном. Но имеется в виду не я, имеется в виду наши дети. В первую очередь, татары по переписи, между двумя переписями потеряли 1 миллион человек, носителей татарского языка. 1 миллион. Это гигантская цифра. Это вообще ситуация, когда надо задуматься об этом. И очень серьезно. И если бы татары сегодня обучались бы на башкирском языке полностью, я уверен, что они не потеряли бы свой родной язык. И дети бы разговаривали бы легко на татарском языке. Потому что татарский и башкирский язык очень схожи, еще раз говорю. Если бы башкиры обучались бы на татарском языке полностью, с 1 класса до 11 класса, но ощущали, осознавали бы себя башкирами, очень легко перешли бы на литературный башкирский язык. Этого нету сейчас. Сейчас даже уроки башкирского и татарских языков по заявлению родителей и 1 час в неделю. Вот до чего мы дожили. По поводу того же самого 3-го государственного языка, когда татары говорят, что нам нужен 3-й государственный язык в Республике Башкортостан. Вот дайте нам и все. Что вам даст 3-й государственный язык сейчас? Начнем с того, что башкиры являются государствообразующим народом в Республике Башкортостан. Здесь они реализовали свое право на самоопределение, международное право на самоопределение, признанное всем мировым сообществом, ООН признанным. В Татарстане татары реализовали свое право на самоопределение, там у них татарский государственный язык. Мне кажется, этого вполне достаточно объяснения того, что и не важно, сколько здесь живет татар, сколько живет в Татарстане чувашей там, или марийцев, никакого чувашского языка государственного, марийского в Татарстане не должно быть. И в Башкортостане других языков и русского не должно быть. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, в Башкортостане будет 1 государственный язык. Это башкирский. Все остальные языки будут обладать полномочиями намного большими, чем сегодня обладают они. Татарский язык будет обладать намного большими полномочиями, чем сегодня татарский язык обладает даже в Республике Татарстан, где государственный язык татарский язык. Потому что у нас по нашему проекту будут школы, детские сады полностью на татарском языке. Полный цикл обучения на татарском языке, начиная с детского сада и заканчивая 11 классов. Все на татарском языке будет, в местах компактного проживания татар. Соответственно, в Уфе, в Стерлитамаке, где проживает, и других городах, где проживает много татар, там будут татарские школы, там будут татарские гимназии, татарские детские сады. Полностью. В своих местах компактного проживания того или иного народа
татары, марийцы, чуваши, удмурты, эрзя, мокша. Они будут, и делопроизводство тоже будет на родных языках. Вплоть можно будет даже открывать высшие учебные заведения на своих родных языках. Но это но только частные, не государственные. Частные, пожалуйста. Частный татарский университет, частный чувашский университет. Пожалуйста, открывайте, никто вам не будет мешать. Вот полномочий в независимом Башкортостане у татарского языка будет намного больше. Потому что нам выгодно, чтобы татары разговаривали на татарском языке. Потому что языки наши схожи. Потому что мы сможем объясниться друг с другом легко, без переводчика. Нам не нужны будут нам не нужно будет переходить на русский язык. Мы легко понимаем друг друга. Татары и башкиры легко с друг другом общаются на любые темы. Мы хотим выстроить языковую, общую, единую языковую среду от Урала и до Волги. Вот. Чтобы любой человек, в совершенстве владеющий башкирским языком, с Абзелиловского района или с Белорецкого района выехал, доехал до Казани и мог свободно общаться, разговаривать, не переходя на русский язык. То же самое казанец, выехав со своего города, с Казани, доехав до Учелинского района или Хайбулинского района, мог свободно говорить, не переходя на русский язык. Вот что нам нужно. И это можно будет достичь только тогда, когда будут и татары учиться на своем родном языке, и башкиры будут учиться на своем родном языке полностью. Сейчас третий государственный язык, даже вот представим, что дали татарам в Башкортостане третий государственный язык. Что это решит? Что, татарские школы появятся больше? Их башкирских даже нету школ. Почему татарские появятся? Не появится. Ну, возможно, появится профанация какая-то, да, что вот назовут татарская школа с татарским языком обучения. На самом деле не будет никакого обучения, потому что нету сегодня школ с татарским языком обучения. Так же, как нету и башкирских школ с башкирским языком обучения. До 5 класса максимум. Все остальное на русском языке. Нету сегодня этого, потому что Москва все запретила. И вот этот вот вопрос, разъединяющий, требующий, дайте нам третий государственный язык, а вот это вот Аким Токтаров там, да, вот нам нужен третий государственный. Что он даст вам? Ничего не даст абсолютно. Человек сам не разговаривает на татарском языке абсолютно. Считает себя наполовину евреем. Но требует. Но не хочет независимости, чтобы независимость была. Хочет сохранения федерации. А федерация значит смерть для наших народов. Только независимость спасет и татар, и независимость спасет башкир. Следующий вопрос по поводу того, что очень многие татары, по поводу северо-западных районов. Там многие татары, некоторые такие, как там Ильнар Гарифуллин, помню, Азатлык организация, тогда вот поднимала такой провокационный на самом деле вопрос о том, что вот мы будем требовать референдум по отсоединению северо-западных районов Республики Башкортостан и присоединению их к Татарстану. Что даст это татарам? Давайте вот исходить из этого. Во-первых, давайте начнем, с чего вы вообще решили, что вот Уфимская губерния должна, бывшая Уфимская губерния, северо-западные сегодняшние районы Республики Башкортостан должны присоединиться к Татарстану. С чего вдруг? Многие говорят, вот, когда Татарстан создавался декретом, да, 1920 года, там был такой пункт, подпункт, что якобы Белебеевский и Бирские уезды должны были присоединиться к Татарстану на основе волеизъявления населения. То есть дано референдум, другими словами. Тогда еще была Уфимская губерния. 20-й год. Татарстан создался тогда. К нему еще не присоединили никого. Уфимская губерния вообще не была присоединена никому. То есть только в 1922 году, через 2 года после образования Татарстана, Уфимская губерния была присоединена к Башкортостану, к Республике Башкортостан.
2 года целых был у Татарстана, чтобы похлопотать и договориться о том, чтобы Уфимская губерния была присоединена. Это не произошло. Почему? Я не знаю, на самом деле. Когда откроются архивы, узнаем, почему. Но, наверное, были на то причины. Но, скорее всего, причины были на то, что по последней переписи Российской империи 1897 года, большинство населения там были башкиры. Считали себя башкирами, записанными, возможно, были как башкиры. Это легко, может, сейчас она в интернете везде есть, эта перепись. Пожалуйста. Возможно, поэтому присоединили. Это первое. Второе. Почему Уфимская губерния должна была быть присоединена к Казани? Я понимаю, когда Казанская губерния, бывшая Казанская губерния, стала частью Татарстана, и Казань стала столицей. Да, вот. Здесь логика есть. Почему Уфимская губерния должна быть присоединена к Казани, к Татарстану? Вот этого у меня нету логики. С чего? Почему? Уфимская губерния, она всегда была, то есть на территории башкир. Уфа была построена на башкирских землях, это исторически доказано. Мало того, Уфа была построена на территории башкирского города Башкорт, что тоже как бы подтверждается и археологическими раскопками, и по источникам историческим. Но это всегда там проживали башкиры, это башкирская земля. Почему? Только из-за того, что там татары потом во многом случае переселились, стали там жить, заселив эти земли. Только поэтому, что ли, она должна присоединиться к Казани? Мне вот это вот, непонятно. Если это Уфимская губерния, значит она должна отойти к Уфе. Уфа стала столицей Башкортостана. Все. Но явно не Казань. Казань, если бы, вот допустим, башкиры требовали бы там Казанскую губернию какую-то присоединить к себе, и добивались бы это до сих пор бы, да, но это было бы странно. Также поэтому странно, почему татары требуют Уфимскую губернию, чтобы она была присоединена, бывшая Уфимская губерния, земли бывшей Уфимской губернии, так называемый Бирский и Белебеевский район, почему-то должны были быть присоединены к Татарстану. Хотя все знают, что Бирск был основан на башкирских землях, там стрельцы вот эти русские находились постоянно и выступали против башкирских восстаний. И Белебей то же самое. У многих башкирских сегодняшних идеологов республиканского значения есть вопросы, там, говорят, Мензелинский район, когда ты входил в состав Уфимской губернии, Актанышевский район Татарстана, когда-то входил, все это были башкирские земли, и там по переписи тоже было большинство башкир, по последней переписи Российской империи. Но у меня вообще нету к этому никаких претензий. Пожалуйста, вот они вошли в состав Татарстана, все, жители сегодня ощущают себя там татарами, никаких претензий. Я не собираюсь там требовать возврата, и не требую никогда, и не говорил об этом, что верните нам Мензелинский район и Актанышевский район. Никогда этого не требовал. И не буду требовать. Потому что в этом нету логики, и это только нас разъединяет. Почему сегодня требуют вернуть бывшую Уфимскую губернию, да, территорию северо-западного Башкортостана и присоединить к Татарстану, вообще не понимаю. Ильдар Гарифуллин постоянно вот эту провокационную тему качает. Это то, что нас разъединяет. Это нам не нужно абсолютно. Второе. Если представим, что северо-западные районы Башкортостана отошли к Татарстану. Не знаю, каким способом. Представим, что отошли. И что? Что от этого выиграют татары? Абсолютно ничего. Да, выиграют территорию, выиграют, возможно, население. Но населения там не так много, в принципе. 300 тысяч выиграют. Все. Но теперь давайте посчитаем минусы. Минусы в том, что, во-первых, конечно же, башкиры не отдадут просто так эти территории. Значит, будет война. Если будет война, будут жертвы. Война между двумя братскими народами.
между двумя наиболее близкими народами. Мы среди всех практически тюркских народов, у нас язык наиболее близкий друг с другом. У нас одна религия, одна ислам. У нас культура схожая. Мы можем общаться друг с другом без переводчика, как я сказал до этого. У нас очень много смешанных башкирско-татарских семей. Друг против друга пойдем воевать, а башкиры в любом случае эти земли просто так не отдадут. Но не будет такого, чтобы вот татары пришли и сказали: так, это наши земли, мы забираем, башкиры сказали: хорошо, забирайте. Но нет, такого не будет. Соответственно, война, соответственно, жертвы у нас и так мало. Мы и так из-за этой русской имперской политики теряем в численности. От переписи к переписи. Мы теряем язык, мы теряем свое население, ассимилируется народ. Сейчас война идет с Украины, опять наших посылают, татар и башкир туда умирать. Что мы выигрываем от этого? Ничего не выигрываем. Еще между собой будем воевать, на радость русским. А русские потом скажут всему мировому сообществу о том: смотрите, вот, дали им свободу, дали им независимость, они тут же начали друг с другом воевать. Какая им может быть свобода? Дикари? Давайте мы вновь установим контроль свой, и никакой войны не будет. Будем вновь там разделим, выступим арбитром. Они это сделают 100%. Мы должны быть умнее. Это первое. Второе. Допустим, смогли земли эти захватить, присоединить к Татарстану, расширились. Что? Во-первых, мы, как я сказал, башкиры с татарами тут же станут врагами на десятилетия, возможно, на столетия. Как сегодня, на столетие точно, потому что вот после любой войны долгие годы вражда не утихает. Обида копится. И здесь будет то же самое. Вот, пожалуйста, сейчас война идет между русскими и украинцами. Два очень близких народа. Культурно близких, языковой близких, не родственных. Я родственных не буду говорить, чтобы украинцы не обижались. Но очень близких народа. Очень много смешанных браков между украинцами и русскими. Очень много родственников осталось. Как у украинцев в России, так и у россиян в Украине. Ездили постоянно друг к другу в гости. Сейчас два народа между друг другом воюют в кровь, сотни тысяч смертей. И они останутся врагами на десятилетия, на столетия. Украинцы никогда этого не простят. Ну вы что, хотите это повторение такого же, чтобы было между башкирами и татарами? Даже если вы захватите территории эти северо-западные. Еще раз говорю, во-первых, вы сделаете самый близкий народ свой, который в случае чего будет готов вообще вам помогать всегда, оказывать поддержку, помощь в борьбе против внешнего врага, против Москвы, против русских имперцев имею в виду. Всегда башкиры готовы помочь татарам. Но вы потеряете такого союзника. Приобретете землю, и то большой вопрос, потому что мы видим, что мировое сообщество не признает таких захватов. Возьмем Азербайджан и Армению. Тоже территория в Азербайджане, Нагорного Карабаха, была компактно заселена армянским народом. Что произошло? Возомнили, что они могут отделиться, объявили свою независимость. Сперва автономия, потом независимость. Армения поддержала, произошла война. Да, Армения сперва выиграла эту войну, первую войну. Начала контролировать полностью Нагорный Карабах, еще и земли прихватила к себе полностью, там частично у Азербайджана. В итоге признало мировое сообщество Нагорный Карабах за Арменией? Нет. Сколько лет, десятилетий длился этот конфликт? Ни одно мировое сообщество это не признало. Даже сама Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. Потому что прекрасно понимала, что это санкции со всего мира.
В итоге Азербайджан отвоевал эти земли. Справедливость восторжествовала. То же самое, еще раз говорю, сейчас происходит с Россией и Украиной. Из-за чего? Из-за того, что русские посчитали, что на Донбассе живет очень много русского населения. Ну, там действительно много жило населения, которые себя считали русскими. Не 100%, возможно, не 50%, но жило. И они, русские, посчитали, что могут забрать эти территории, сделать их сперва независимым государством, поддержать их в этом, а потом присоединить к себе, что и произошло сейчас, оккупировав. Вы думаете, они останутся потом в России? У меня большие сомнения. Пройдет какое-то время, Россия распадется, потому что она совершила фатальную ошибку, напав на Украину. И эти территории потом отойдут от России обратно. И здесь будет то же самое между башкирами и татарами. Так что, в первую очередь, вы приобретете врагов. Во вторую очередь, вы так и не решите вопросы, даже захватив эти земли, вы не решите вопрос с выходом на Казахстан. Потому что, сколько сможете вы там забрать земель? Вплоть там до Белебея условно, там, да, до Бишбуляка. Все равно этот вопрос выхода на Казахстан все равно не будет. Оренбургской области будет мешать. А совместными действиями Татарстана и Башкортостана мы сможем сделать так, чтобы Кувандыкский коридор стал нашим. С нашим выходом на Тюркский мир. На выход на Центральную Азию. У нас больше шансов в этом случае. Если, как я сказал, северо-западные районы отойдут к Татарстану, шансов не будет никаких абсолютно. Так вы останетесь в анклаве, то есть анклав, плюс враги башкиры, с кем будете дружить. Остальные народы в Поволжье, с других национальных республик, после того, что вы сделаете с северо-западными районами Башкортостана, будут на вас смотреть как на оккупантов и на захватчиков. Никто, как сегодня смотрят на Россию. Нету ни с кем нормальных отношений, кроме Беларуси. Но Беларусь просто боится Россию. Чуваши будут на вас смотреть, на Татарстан, с опаской, как на агрессора. Удмурты, марийцы, ирзяне, макшане. Вы себе испортите всю репутацию. Я не пугаю и не стращаю, я просто рисую, какие могут быть варианты развития событий. Одни минусы от того, что вы сейчас требуете. Третий государственный язык, северо-западные районы наши. Одни минусы от этого будут для вас. Я считаю, что нам нужно жить в дружбе и в мире. Вместе противостоять русским, вместе завоевывать независимость. Теперь, что касается Татарстана. То есть по северо-западным, вообще по татарам, заканчивая, по татарам Башкортостана. Так вот, татары Башкортостана, я вас уверяю, что когда Башкортостан станет независимым государством, я, во-первых, предлагаю вам всем присоединяться к национальному движению, к башкирскому национальному движению, поддержать независимость Башкортостана. И я вас уверяю, что у вас будут полномочия, у вас будут условия намного лучше, чем сегодня есть, когда мы находимся в составе этой империи. Мы не заинтересованы в том, чтобы гнобить татар, пытаться их ассимилировать, нам это не надо. Еще я объяснил до этого почему. Татар, разговаривающий на татарском языке в совершенстве, обученный на татарском языке, для нас более выгоден, более приятен и более нужен, чем татар, который не владеет абсолютно никаким языком, считает себя манкуртом, как вот этот Аким Туктаров, и выступает за то, чтобы и Татарстан, и Башкортостан остались в составе Российской Федерации под Москвой. Поддерживайте независимость Башкортостана
и все будет нормально между нашими народами. И Татарстан с Башкортостаном точно так же, вот сейчас перейдем к Татарстану, точно так же должны дружить между собой, поддерживать друг друга во всем. В Татарстане сегодня, вот если честно, вот я как бы еще раз говорю, вот этот мой разговор сегодня, он очень честный, очень такой прямолинейный. Обнажаем многие наши проблемы. Сегодня, на мой взгляд, татарское национальное движение, которое выступает за независимость Татарстана, но не такое сильное, как хотелось бы. Вот так я скажу такими словами. Хотелось бы, чтобы они меньше обсуждали какие-то там международные проблемы, какие-то там заявления делали везде, постоянно поздравляя там кого-то с чем-то, а чтобы они больше приложили усилия на идеологическую работу со своим татарским населением в Татарстане, подготавливая их и убеждая их в том, что что татарам нужна независимость, что Татарстан должен стать независимым государством. Это самое главное. Я лично считаю, что в момент большой смуты, когда наступят вот эти вот тектонические сдвиги, режим посыпется в Москве, когда у нас появится возможность, башкиры более готовы будут к независимости, чем татары. Почему я так считаю? Хотя вот, сперва отвечу, да, что в 90-х годах татары были наиболее сильная нация, с наиболее сильным национальным движением, наверное, вторые после чеченцев были. Выступали жестко за независимость, молодцы, красавцы. Тогда башкиры сплоховали. Я, то есть, здесь считаю, что в 90-х годах татары были на голову выше башкир. И подписание федеративного договора со стороны Рахимова, это было предательство интересов башкирского национального движения. Татарстан не подписал тогда. Но в итоге все равно подписал, да? Но изначально не подписал. Вот если бы тогда бы Рахимов поддержал бы Шаймиева, и вместе бы они держались бы, да, еще убедили бы там с Дудаевым бы вместе держались бы, еще убедили бы несколько других своих сторонников, президентов других национальных республик о том, что не нужно подписывать никакого федеративного договора, возможно, мы сегодня жили бы в другой реальности. Возможно, сегодня мы были бы уже в независимых государствах, жили бы. Может быть, в конфедерации жили бы, как минимум. Но совершенно другая история была бы. Так вот, тогда татары были намного сильнее, и акции у них были намного мощнее. Да, у башкиров тоже было тогда сильное национальное движение. Но напомню, что очень много тогда татары Башкортостана, снова возвращаясь, если вот, да, вернусь, я не закончил эту тему, один такой момент хотел обсудить по татарам Башкортостана. Когда вот я сейчас говорю о том, что призываю татар Башкортостана именно поддержать независимость Башкортостана, присоединиться к башкирскому национальному движению в борьбе за независимость, я хочу напомнить, что в 90-х годах, когда была волна суверенитета, эпоха суверенитета, и татарское национальное движение, и башкирское национальное движение тогда сильное было, татары Башкортостана, к сожалению, выступали против тогда башкирского национального движения, выступали против суверенитета, и сохранились источники, сохранились заявления татар, тогда татарских национальных деятелей Башкортостана, которые выступали против суверенитета Башкортостана. Я считаю, что вот это показатель тогда, вот насколько разделены были наши народы. Впоследствии они точно так же выступали и против того, чтобы башкирский язык стал государственным языком. С большим трудом смогли потом проголосовать и сделать башкирский язык государственным языком. Налицо вот это фамилии известны этих людей, всех татарских тех деятелей, которые выступали против суверенитета и против башкирского государственного языка. Это вот Кадырлей Мамудинов, Карим Яушев, Айдар Халим, да, вот, Загир Хакимов. Кстати, Загир Хакимов сейчас он активно имперскому центру помогает. Я надеюсь, что вот к сегодняшнему моменту татары Башкортостана осознали
насколько и татары, и башкиры сегодня ничего не решают. И насколько нас всех русифицировали, ассимилировали, унизили, отобрав наши языки, отобрав наши полномочия какие-либо. Но уже давно прекратить надо вот эта вот непонятная тупая вражда, необоснованная ничем, которая там какие-то 100 лет назад чего-то там кто-то что-то там говорил, кто-то что-то делал. Да, были косяки со стороны башкир, были, и заявления различные были, и раньше было то же самое, и косяки были со стороны татар, то же самое. Постоянно друг другу вспоминать эти косяки, но не вижу прикола. Можно друг другу накопать там кучу различных там предъяв, там обвинений, там различных действий. Это ничего не решит. Абсолютно. Нам сегодня нужно консолидироваться и объединяться против одного общего врага. Вот. Теперь, переходя еще раз говорю к Татарстану, что хотелось бы, чтобы сегодняшнее татарское национальное движение Татарстана, которое находится за рубежом и выступает за независимость, чтобы оно больше направило свою работу, идеологическую работу с населением Татарстана, с татарами, вызывая их, скажем так, кровь, чтобы они выступали за независимость, вызывая к их душам, к их духу татарскому, чтобы они выступали за независимость. Вот где надо больше прикладывать усилий. Я считаю, мировые проблемы подождут. Что там происходит в Иране, что там происходит в Палестине. Да, это все как бы важно, за этим нужно следить, но в первую очередь нужно обратить внимание на то, что происходит в Татарстане. А мы видим, что сегодня Татарстан постепенно загибают. Загибают так, что очень скоро Татарстан просто отберут все последнее, что есть, и сделают из него простую губернию, так же, как и Башкортостан. К чему все это идет? И здесь, когда, как я сказал, появится окно возможностей, когда посыпется раны, а он скоро посыпется режим в Москве, путинский режим, и у нас появится окно возможностей, здесь и татары Татарстана, и башкиры Башкортостана, и население Башкортостана, и население Татарстана должны одновременно выйти за независимость и одним ударом захватить власть и объявить о независимости. И потом держаться вместе с другими, также с чувашами, помочь им обрести независимость. В Мариэл помочь, удмуртам помочь, эрзянам помочь. Вместе держаться. Вот что очень важно, я считаю. Так вот, на сегодняшний момент у Татарстана будет намного сложнее будет завоевать независимость, чем башкирам Башкортостана. Башкиры больше готовы к независимости, если уж на то пошло. Татары Татарстана, к сожалению, простой народ вполне возможно готов, но элиты точно не готовы. Элиты Татарстана очень тесно встроены в российскую вот эту вот империю, в бизнес элиты, чиновников очень много татар, очень высокого уровня там, да, мы знаем. Я сомневаюсь, что они захотят независимости Татарстана. Они живут в Москве, у них там квартиры, у них хорошие зарплаты, у них бизнес. Татарские бизнес-элиты, очень, еще раз говорю, очень тесно встроены вообще в российский бизнес. И Хуснуллин тот же самый, да, и Нургалеев, бывший там, у него большие связи там, говорит, в Москве, бывший министр МВД. Ну и вообще много, еще раз говорю, татары очень тесно встроены, очень много денег, очень богатые, очень много денег, у них связаны именно с Россией. Захотят ли они независимости? Ну, большой вопрос. У башкир такой элиты нету. Есть определенные некоторые личности, но они не сыграют никакой роли. Башкиры победнее, но они более сплоченные. Вот. И плюс в Татарстане русских живет намного больше, чем в Башкортостане. Русских. В Башкортостане русских живет
36%. И то, если верить переписи. Я считаю, что их меньше. В Татарстане, так как Татарстан наиболее благополучный, с хорошими зарплатами, бизнес там хорошо развивается, русских там больше намного по численности. Ну и русские там туда едут тоже. Во многом туда едут в последнее время русские. Это большая проблема в будущем будет. Так вот, татары, я не думаю, что у татар будет легкая прогулка завоевать независимость. Да, возможно, там многие русские поедут, а многие и не поедут. То есть, я что хочу сказать, что чем больше численность русских в том или ином регионе, в национальном регионе, тем сложнее будет. И вот здесь, конечно же, мы готовы будем помочь, потому что у нас в Башкортостане русских всего 36%, даже если поверим этой переписи, их всего 36%. Подавляющее большинство это татаро-башкирское население, которое явно будет перевешивать. И хоть возьмем референдум, хоть возьмем силовой захват. В Татарстане немножко будет все по-другому. И, конечно, здесь помощь Башкортостана будет в первую очередь нужна. И поддержка. Поэтому, еще раз говорю, татарам нужно больше, татарским деятелям, идеологам нужно больше работать на то, чтобы татары Татарстана готовы были к независимости. Прям раскачивать и раскачивать, раскачивать и раскачивать. К счастью, это очень сильно сейчас помогает РПЦ, и русская община нам в этом помогает. Своими действиями. Выступая против татар, против башкир, против ислама. Они нам помогают, чтобы наше население просто возненавидело этот русский мир, возненавидело Россию, возненавидело Москву, и чтобы готова была к независимости. Они нам в этом помогают. Но нужно нам самим тоже подталкивать и башкир, и татар. Вот по последней информации, да, вот я буквально пост делал об этом. И Руслан Айсин об этом тоже говорил, что инсайдер, телеграм-канал Инсайдер заявил о том, что в Москве, в Кремле прорабатывается операция, чтобы Казань наделить Казань статусом города федерального значения, сделать его 4-м городом федерального значения. Мы знаем, что Москва имеет статус федерального значения, Санкт-Петербург, оккупированный Севастополь имеет такой статус федерального значения, и хотят сделать Казань. Что такое статус федерального значения? То есть он подчиняется напрямую, то есть он сам по себе хозяин, он не зависит от той территории, в которую он входит. Он им не подчиняется. Он подчиняется уже будет напрямую Москве. И собираемые налоги будут идти не на ту территорию, где он расположен, а будут оставаться непосредственно в самом городе и также направляться в Москву. Поэтому, если Казань сделают городом федерального значения, они тем самым, то есть у Казани будет свое правительство, и у Татарстана будет свое правительство отдельное. Соответственно, это будут столкновения по разным вопросам, по финансовым вопросам, по территории, кто где управляет, у кого какие полномочия. Сталкивать лбами будут, потому что, наверное, и там будут татары, и здесь будут татары, но уже каждый сам по себе. И будут сталкивать. Плюс одновременно Казань – это город, где очень много русских. 50% практически там русского населения живет. 50%. И я думаю, что если город Казань станет городом федерального значения, туда русских еще больше поедет. И постепенно они там станут преобладать. Это вот политика Кремля. Это ни в коем случае нельзя допускать. Потом вообще будет сложно оттуда выбить их. Вот татары, видя такое отношение к себе со стороны Кремля, со стороны Москвы, давно должны уже быть готовыми к независимости. Элиты должны быть готовы. Настоящие элиты имеются в виду. Национально ориентированные элиты должны быть готовы к этому. Ждать момента. Татарское национальное движение уже должно быть готово держать схроны с оружием в своих районах. Должно уже организовывать какие-то ячейки, объединяться, чтобы в случае чего перехватывать власть и объявлять Татарстан независимым государством.
Башкортостан, конечно, башкирское национальное движение будет у себя также действовать, но потом мы друг друга просто вынуждены будем помогать, потому что мало сделать наши республики независимыми. Нужно еще удержать власть. Это очень важно, потому что пока русские слабы, пока Москва будет слаба, они, возможно, от нас отстанут. Потом они обязательно придут. И первые они придут в Казань, Татарстан. Да, сперва там будет Чувашия, наверное. Буфером, да, будут Эрзян Мастор. Попытаются. До Башкортостана дойдут в последнюю очередь Москва. Так что вот, просто наши народы на сегодняшний момент просто не имеют права на ошибку. Мы просто не имеем права упустить тот шанс, который скоро нам выпадет. Вот то окно возможностей, которое перед нами откроется, возможно, это будет последний шанс. Мы просто не имеем права его не использовать. И нам, наши потомки, и татары, и башкиры не простят. Скажут, вот у вас был шанс стать независимыми, а вы воевали там между собой за третий государственный язык, за северо-западные территории, и так и не смогли сделать, а русские, воспользовавшись моментом, вернули все обратно в свою империю. Вот так нам будут говорить наши потомки. Если мы сегодня, вспомнив вот эти вот мелкие на самом деле, ничего не значащие обиды друг к другу, будем использовать для того, чтобы разъединяться. А провокаторы, подментованные, всякие анонимы будут писать об этом постоянно, везде подталкивая, подначивая. А помните, башкиры вот так делали, вот так писали и вот так говорили. А помните, татары вот так делали, вот так писали и вот так говорили. Будут постоянно стравливать нас. И нам не нужно вестись на это. На YouTube-канале нашего комитета Башкирского национального движения за рубежом, на русскоязычном канале, у нас два канала. Один башкироязычный, другой русскоязычный. Канал комитета, да, YouTube-каналы. Вот, на русскоязычном канале вышло видео, точнее там аудиоречь татара, который входит в комитет в наш Башкирское национальное движение за рубежом. Выступает за независимость Башкортостана. Он там высказал свое мнение, там даже два видео было, высказал свое мнение по вопросу по северо-западному языку, тому же самому, по независимости. И там сразу же набежали провокаторы, которые начали вспоминать, а вот вы это, а вот вы то, как вот это Аким Туктаров. Начал с того, что, ну, а кто не знает, Аким Туктаров, это вот, я о нем видео снимал недавно, посмотрите, да, споры о независимости называется. Человек выступает за то, чтобы федерация сохранилась, привел свои доводы, аргументы, что независимость нам не нужна, независимость Башкортостана не должна быть, привел аргументы, почему лучше остаться в составе федерации. И потом в споре, в комментариях, вместо того, чтобы отстаивать свою позицию вот по тем пунктам, которые ты привел, а там якобы там экономические будут трудности, там родственные связи прервутся, общий бэкграунд у нас вместе с русскими. Ну, вот такие, короче, чушь вот такую начал приводить в пример, что почему должен Башкортостан остаться в составе России. Так вот, вместо того, чтобы настаивать на своих вот этих вот позициях, он перешел на татаро-башкирскую вражду, вспоминая про Уфимскую губернию, третий государственный язык опять. Вот такие провокаторы, они всегда будут работать на Москву. Сейчас, возможно, я не говорю, что он работает на ФСБ. Нет, скорее всего нет. Просто он человек, который начитался таких, как Дамир Исхаков, Ильнар Гарифуллин. А вот те работают на Москву конкретно, разжигая. Так же, как и Юсупов, Юлдаш Юсупов у нас работает на Москву. То же самое. Вот. И вот он, начитавшись их, повторяет их нарративы. Ему 25 лет, он не видел ни 90-х годов, ничего подобного не видел. Но заявляет ровно то, что пишет Ильнар Гарифуллин или Дамир Исхаков.
заявляя Уфимской губернии, что там незаконно вошел в состав Башкортостана, третий государственный язык и так далее. Вот таких деятелей будет дофига, когда наступит возможность у нас, когда нам надо будет действовать решительно, сплоченно, выступать единым фронтом, вести за собой наших людей, где-то, возможно, и воевать, и биться, стоя плечом к плечу. Здесь будет чуваш стоять, здесь будет башкир стоять, здесь будет татар стоять. Дальше будет мариец стоять, плечом к плечу стоять и отвоевывать нашу независимость. С кровью, возможно, придется. Вот где наше единение нужно будет. А такие, как Аким Туктаров, будут вредить и разобщать наши народы, используя исторические какие-то моменты, что вот там было то-то и было это. И башкирские такие же будут, найдутся. Да дофига таких, что тут говорить-то? Вон Арслан Нигматянов один чего стоит. Поэтому вот, подходя, заканчивая уже, действительно я уже много говорю, заканчивая, хочу сказать, что нам на самом деле делить нечего. Сегодня у нас не осталось ничего. Ни у башкир, ни у татар, ни у других народов. У нас языков практически не осталось, у нас не осталось школ, у нас все поотнимали школы. У нас не осталось наших национальных деятелей, у нас отняли нашу историю. Мне вот, допустим, очень обидно за татар, когда в Татарстане, в Казани стоит памятник русским воинам, павшим при взятии Казани, и нету памятника воинам, татарам, которые погибли при обороне Казани. Мне это вообще обидно. Вот Москва, издеваясь, Москвы-то вот так куля, издевается над татарами. И я писал как-то, что как только Татарстан станет независимым государством, надо этот памятник, который стоит павшим воинам русским при взятии Казани, просто разбить молотками, просто собрать тысячную, десятитысячную, 100-тысячную толпу, каждый, кто пришел с молотком, и по куску его забрал, разбил его нахрен и забрал себе на память, как вот кусок вот этой ненависти. Только я прошу меня подождать, я сам приду туда тоже с молотком. Мне тоже хочу с удовольствием разбить этот памятник вдребезги. И, конечно, должен быть воздвигнут огромный памятник, обелиск воинам, татарам, павшим при обороне Казани. Кстати, башкиры там тоже пали, тоже участвовали. Поэтому нам делить нечего. У нас есть общий враг, это Москва. И даже я не говорю, что русские нам враги. Нет, русские нам не враги. Нам враги русские имперцы. Те русские нацисты, русские шовинисты. Те, которые выступают против независимости наших национальных республик. Те, кто выступает против того, чтобы в Башкортостане был башкирский государственный язык. Те, кто выступает, чтобы в Татарстане был татарский государственный язык. Конечно же, в Татарстане, когда она обретет независимость, должен быть один государственный язык татарский. Один. Никакого русского, никакого башкирского, никакого чувашского, никаких других не должно быть. Только один татарский государственный язык. И все должны его учить. И нам это будет выгодно, потому что башкир легко приедет в Татарстан и свободно перейдет, ну, по крайней мере, на своем даже языке, если он будет говорить на башкирском, он будет легко понят. Так же, как этот татар приедет в Башкортостан, где будет один башкирский государственный язык, и также будет легко понят. Нам делить нечего. Нам между собой нужно только будет объединяться, отстаивать нашу свободу, бороться сперва за независимость, а потом его отстаивать. А потом вместе, дружески развиваться. Знаменитая пословица, что отношения нужно поддерживать, большие дружеские отношения, братские отношения, родственные отношения поддерживать надо со своим близким соседям, чем с дальним родственником. Поэтому, братья-татары, все, что я здесь сказал, это не для того, чтобы вас обидеть в чем-то. Да, я часто прямой человек, я говорю, как думаю. И я считаю, что просто настало то время, когда мы должны забыть все наши обиды, все моменты такие, кто когда-то где-то против кого-то выступал, кто какие заявления писал против кого.
кто на кого стучал, не будем вспоминать фамилии и имена, и организации, кто какие заявления делал. Это все в прошлом. Сейчас у нас стоит важная задача. Мы ответственны перед нашими потомками, перед нашими внуками, которые должны жить в независимых государствах Татарстане и Башкортостане. В мире, развиваясь, мы должны войти в тюркский мир. Посмотрите, насколько далеко ушли наши тюркские братья за эти 35 лет независимости. Все развиваются, растут в численности, растет их язык, растет экономика, есть свои армии. Они сидят в ООН, выступают. Они выступают на чемпионатах мира. Порадуемся наших братьев-узбеков, которые выступать будут на чемпионате мира. Будем болеть за них. За всех порадуемся, потому что они растут. Порадуемся за Азербайджан, который смог отвоевать свои земли на Горный Карабах. Порадуемся за наших турков, братьев, которые экономически сильно и воинственно растут. Со своей армией растут. Вооруженные силы турецкие растут. Свои появились танки, свои появились, байрактары, да, давно уже есть. Самолеты сейчас скоро начинают появляться. Порадуемся за них, потому что это наши братья. Мы к ним должны стремиться, входить в общую их семью, даже должны войти в организацию тюркских государств, ОТГ. Нам враждовать между собой нельзя. Нам нужно расти, развиваться. Мы должны сделать так, чтобы через 100, через 200, через 500, через 1000 лет остались башкиры, остались татары на этой земле. И не просто остались, а развивались как народы. Если мы будем между собой враждовать, чем Москва будет обязательно пользоваться, и она будет разжигать между нами вот эти вражду, мы исчезнем. Мы никогда не выйдем из состава этой империи, и мы просто исчезнем как народы. И потом будут вспоминать и говорить, вот, Москва умело пользовалась враждой между татарами и башкирами, и в итоге сделала так, что оба народа просто исчезли и ассимилировались. Я надеюсь, что этого не произойдет. Давайте вместе готовиться к независимости, вместе бороться за нее. А когда придет время, вместе выходить одновременно. Если одновременно выйдут татары, башкиры, чуваши, марийцы, удмурты, эрзи, мокши, нас никто не сможет сломать. Мы обязательно станем независимости. Хау булат, хурматлы милләттәшләр, осы шагыйрь